Рыцарь всегда максималист. От Налимова я всегда уходил окрыленный, ибо никто еще не требовал от меня так ясно чистоты и подвига. Василий Голованов. Здравствуйте. Эпиграфом нашей передачи стала фраза известного московского журналиста Василия Голованова из его статьи «Последний рыцарь», посвященной Василию Васильевичу Налимову. Действительно, Василий Налимов был рыцарем ордена тамплиеров. И об этом подробнее расскажет в сегодняшней передаче вдова Налимова Жанна Драгалина, которая приехала из Москвы в Сыктывкар на вторые налимовские чтения, посвященные династии ученых отца Василия Петровича, этнографа, создателя этноэкологии, и сына Василия Васильевича, основоположника школы математических методов планирования экспериментов, наукометрии и вероятностной модели мира. Ученые Налимовы своей профессиональной деятельностью и своими именами прославили Коми-землю. Их научными открытиями заинтересовалась мировая общественность. И сейчас очень важно, на мой взгляд, то, что в республике Коми есть не только продолжатели, но и исполнители идей Налимовых, благодаря энергии которых были организованы ставшие уже традиционными налимовские чтения. Программа чтений 2001 года была чрезвычайно насыщенной. Рассчитанная всего на 3 дня, она вместила в себя открытия и встречи, выставки и презентации, экскурсии и научно-практическую конференцию. И, как заметили участники налимовских чтений, воспринимать все эти события и выдерживать психоэмоциональные и физические нагрузки помогло то, что не было ничего формального. Ничто не происходило по просто какой-то выдуманной программе, а все делалось искренне, в единодушном порыве. И то, что закрытие вторых налимовских чтений проходит сейчас вот здесь, в Музее истории и культуры села Вильгард Сыктывдинского района, это не случайно и знаково, ведь это малая родина Василия Петровича Налимова. Мои предки – свободные охотники, никогда не были крепостными, часто повторял Василий Петрович. Он всегда подчеркивал свою иноплеменность. Его выговор всегда был немного нерусским. Так пишет об отце Василий Налимов в своей автобиографической книге «Канатоходец». Он вошел в русскую жизнь как инородец, сохранивший любовь к своему народу, изучавший его как этнограф и всегда считавший своим внутренним долгом показать, что малые и подавленные народности несут свое миропонимание, достойное изучения, философского осмысления и уважения. Он всю жизнь боролся со всеми против всего, никогда не примыкая к каким-нибудь политическим течениям или организациям. Боролся прежде всего во имя сохранения человеческого достоинства, безропотное повиновение считая унизительным. Василий Васильевич во многом повторил жизненный путь отца, которого считал своим другом. В их биографиях прослеживаются судьбоносные параллели. Судите сами. Налимов отец поступает в Московский университет экстерном, сдав экзамены за полный курс классической гимназии, чему предшествовала самостоятельная подготовка по всем предметам. Налимов сын становится профессором Московского университета, не имея вузовского диплома. Еще одна трагическая параллель. В 1937 году органами НКВД было инспирировано дело о так называемых буржуазных националистах. Василию Петровичу было предъявлено обвинение по печально известным статьям 58.10 и 58.11. По жестокой иронии судьбы Налимов умирает во время следствия 28 декабря 1939 года в тюрьме номер 1 города Сыктывкара. В те же роковые годы Василия Васильевича, как и его отца, обвиняют по тем же статьям 58, 10, 11 за участие в анархомистическом движении в России. По сути, это был восточный отряд ордена тамплиеров. Для Налимова наступают годы гулаговского небытия. Сначала заключение, затем ссылка, 18 лет тяжелейших испытаний. Продолжая тему параллелей судеб Налимовых, надо заметить,
Отец и сын оба ученые, и оба владевшие эзотерическими знаниями. Василий Васильевич в воспоминаниях об отце пишет: когда он уже профессором заезжал иногда в родные края, то его неизменно почитали как колдуна, и в нем действительно иногда просыпался древний маг, умеющий мгновенно и безоглядно принимать решения, собирать энергию и обращать ее против противника. А интерес самого Василия Васильевича к философско-религиозным учениям, его медитативные опыты в научно-исследовательских интересах, не есть ли это отголоски народной магии? Более того, в книге «Канатоходец» Налимов пишет: почему мы, профессора, читаем лекции, вместо того, чтобы раз и навсегда записать их на магнитофонные ленты? Ответ простой. Мы каждый раз выступаем как маги, завоевывая аудиторию какими-то особыми, глубоко личностными приемами. Но главное, наверное, то, что сын продолжил и развил темы, волновавшие отца как ученого, хотя и пользовался он другими средствами и другим языком. Василий Васильевич начал свое странствование в мирах и веках крещенским днем 19 января 1997 года. В тот день я наугад открыла для него страницу и строчку из Евангелия, вспоминает Жанна Драгалина. Это оказались деяния апостолов. Господь же видению ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». В связи с этим я хотела спросить, Василий Васильевич был глубоко верующим человеком? Безусловно, Василий Васильевич был глубоко верующим человеком, но вера его, если можно так сказать, была экзистенциальна. Христос внутри его был проявлен в полной мере и в значительной степени проявлен нетрадиционно. То есть я имею в виду вне, как бы так сказать, ортодоксально установленных институциональных форм. Он был гностический христианин. Христос для него был такой реальностью и таким воплощенным, можно сказать, идеалом, что сам Василий Васильевич часто в формах своей мысли и поведения напоминал мне именно вот этот идеал. Ваше волнение мне тоже передается, я сейчас заплачу. Ну что, мне сегодня можно плакать. Сегодня такие события, сегодня, так сказать, некий факт моей биографии, не только моей. Сегодня, наверное, этот день вот в этом месте, это факт биографии многих людей. И я счастлива, что мы были в школе, что были дети, что был такой вот урок, на котором присутствовал налимовский дух, налимовские энергии, причем и старшего Налимова, и сына Василия Петровича. И я этому очень благодарна, я это переживаю, и, вы знаете, это для меня мой собственный, экзистенциальный, очень мощный опыт, не слова. Действительно, события, которые произошли ноябрьским днем этого года в Выльгородской школе номер 2, на первый взгляд могут показаться незначительными. Но всмотритесь в лица ребят, для которых ведет урок научный сотрудник Московского государственного университета Жанна Драгалина. Открытый урок, посвященный ученому Василию Петровичу Налимову. Возможно, для многих из них это первое знакомство с их знаменитым земляком. Для меня это очень ответственное событие. Я волнуюсь, в глазах у меня след, в горле у меня комок, потому что на входе я увидела, что сегодняшнее событие посвящено Василию Петровичу Налимову, его памяти. И должна сказать, что это действительно событие в жизни и в вашей, и в нашей. Потому что такие люди, как Василий Петрович Налимов, как ваши замечательные земляки Сорокин, Жаков, как Василий Васильевич Налимов, сын Василия Петровича, это особенные люди, которых природа-мать иногда посылает в мир. И если бы природа-мать иногда таких людей не посылала миру, заглохла в нивы жизни. Так говорил еще Некрасов, русский поэт, о котором вы, наверное, уже неоднократно слышали, а может быть, кто-то знает его наизусть. Из рассказа Жанны Александровны выльгородские школьники узнали, что Василия Петровича Налимова называли Зырянским Ломоносовым. Получив образование фельдшера,
Он был талантливым врачевателем, унаследовав способности от отца, который был знахарем. Понимание языческих верований коми народа помогло Василию Петровичу увидеть и грядущие экологические проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня. Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии высоко оценило научные труды Налимова. На основании параграфа 20 устава, то есть все очень пунктуально, присудила Василию Петровичу Налимову во внимание к его ценным работам по антропологии и этнографии зырян и в благодарность за доставленные обществу лично собранные научные материалы о зырянах большую серебряную медаль. Это главная награда общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Совсем немного людей было среди любителей естествознания, получавших вот такую императорскую награду. Сейчас эта большая серебряная медаль хранится в Национальном музее Республики Коми, а торжественная передача медали состоялась во время исторического события – открытия мемориальной доски Василию Петровичу Налимову на здании Вышгородской школы, которой было присвоено его имя. Все эти факты еще раз убеждают нас в том, что время все расставляет на свои места, что историческая справедливость, несмотря ни на что, торжествует. Это так совпало, это не знак моей благодарности. Это каким-то образом во времени созревшее решение. Я хочу главную награду Налимова Василия Петровича передать коми народу. Я передаю медаль Василию Петровичу Налимову, большую серебряную. Эту медаль он таки заработал своими удивительными трудами, да, действительно философскими. Ему неестественно было не быть философом по исходному образованию математик, то есть аналитик, да, который интересуется еще духовной культурой. То есть он-то был человек, конечно, укомплектованный, сын земли, эмоционально продвинутый, ментально продвинутый, еще духовно развитый. То есть весь комплект, вот весь комплект. Гилика, психика и пневматика, как говорили гностики. Но медаль-то мне надо было передать, вот это же событие вот этого трехмерного пространства, и что-то мне надо было тут решить, и я все не знала, что мне делать, куда мне эту медаль передать. Василий Васильевич не дал мне распоряжений по поводу этой ценнейшей реликвии семьи, и вообще не только семьи, но и культуры, и не только коми, но и российской, потому что это были заслуги инородца, его заслуги за его вклад в культуру России. То есть это гораздо шире, чем просто вот, как бы так сказать, локальное значение. И до последнего момента, пока я пришла в музей, не знала, как бы правильно я поступаю, неправильно. Я еще размышляла на эту тему. Но мне понадобилось идти в туалет. А директора музея в это время не было. И я попросила Ирочку, я не помню ее фамилию, научного сотрудника, чтобы она меня проводила в туалет. Потому что какой смысл просто ждать? И в дверях по дороге в этот Рим, куда ведут все дороги, мы встречаем Валентину Михайловну. Но я, понимаете, вот идет директор музея, в который я пришла, но я почему-то продолжаю свой путь в туалет. Извиняюсь за подробности, это важные подробности. То есть до какой степени все перемешано и неразличимо, если не умеешь различать. Но я извинилась и сказала, что я сейчас приду, и мы бежим вниз. Я зажигаю свет, я вхожу туда. Мой взгляд опускается на пол, и, о, радость! Я вижу на полу черного паучка, такого вообще сформулированного, такого сформированного. Он сидит и ждет, он ждет меня, он ждет, так сказать, он как точка, поставленная в этой ситуации. И я ему так благодарна, я ему внутренне шепчу: не уходи, и он слышит, он застывает на месте. И я понимаю, что все правильно, все как надо. Пришел паучок и в нужное время. А паучок — это был знак Налимова. А паучок — это тот самый символ, который Василий Васильевич любил. Он меня учил французской пословице: паучок утром — это один знак, паучок днем — это добрый знак, а вечером там вот bon espoir, то есть хорошая надежда. Я его встретила в промежутке между добрым знаком и хорошей надеждой. Я имею в виду промежуток часовой, временной.
Да. И пока я потом ему сказала: подожди, не уходи, когда я буду гасить свет, тогда ты уйдешь. Он ждал меня, этот паучок, и я шла туда. Я уже летела наверх, я понимала, что я все сделала правильно. Вот потому что этот знак пришел, и я его прочла, мне было это тоже важно. То есть правильно, что эту медаль вы подарили что в дар эту медаль, этому музею? Да, что эту медаль я привезла сюда, эту медаль я передала народу Коми. Это не музей, это народу Коми. И я увидела музей, который потрясающий, который такое вот настоящее внутреннее пространство, и в нем так комфортно себя чувствуешь, и интересно очень, и как бережно все, и трепетно. И я была счастлива, в общем, честно говоря, без патетики, хотя невольно на патетику все время вылетаешь, потому что именно вылетаешь, не выходишь, потому что энергии другие, ускорения другие, да, крылышки расправляются, а то стояли в углу без дела. Вот, ну, ничего не могу поделать, вот знаете, так получается. И жить хотелось так, чтобы звука не роняя. Вот. У меня такое впечатление, особенно здесь сейчас. У меня все время стоят слезы в глазах после открытия мемориальной доски Василия Петровича, что мы участвуем в такой вот межпространственной акции, вот межпространственное взаимодействие, дверь открыта. Поэтому у нас хватает сил и выдерживать. И поток мыслей, и поток чувств, идет поток. И мы в таком вот потоке, в едином потоке. Нет границ между живыми и мертвыми. Сегодня мы открываем доску, и я вижу, что люди плачут. Не потому они плачут, что это как-то все очень сентиментально, это духовно значимо, это слезы благодарности. И не только благодарность, надо еще что-то сюда добавить. Но ведь плачет природа, идет дождь, и наши слезы смешиваются с природой. И это такое удивительное единение. Я думаю, мне надо слезу утереть. Оказывается, падает капля дождя и смывает ее. И мои слезы вместе с этим дождем смешанные отдают мне ощущение единства и единения. И это для меня важно. Она стала моим другом, потом женой, Жанна Драгалина. Таким другом, который понял меня и мое несчастье. Так определил писательство Розанов. Писательство есть рок, писательство есть фатум, писательство есть несчастье. С тех пор я не просто канатоходец, но рыцарь, у которого есть свой оруженосец, свой Санчо Панса. Да будет благословен наш союз. Я и чувствую себя рядом с Василием Васильевичем солдатом, да, за пыльным пурпуром в суровом плаще ученика, а при первом чернью занесенном камне уже не плащ, а щит. Так, да. И не знаю, стихотворение Цветаевское из цикла «Ученик» заканчивается достаточно жестко. Да. О, этот стих не самовольно прерван, нож чересчур остер, и дерзновенно улыбнувшись, первым взойти на твой костер. Оруженосец, да, я так себя и чувствую. У меня, как бы, так сказать, нет другого самоощущения рядом с ним, да и желания, как бы, другого ощущения нет. Я хочу скакать с ним на одном коне сзади. А Василий Васильевич действительно был рыцарем? Василий Васильевич был рыцарем, да. Он принадлежал с юности, он принадлежал тому разгромленному, конечно, органами движению, которое официально называлось мистический анархизм, а вообще это был русский отряд ордена тамплиеров. Это были тамплиеры 20 века, пришедшие к нам еще из времен 1200 и там 1314 года, из тех времен, когда они, совершив крестовые походы на восток, это как бы известно по литературе, встретились с эзотерикой и духовными воззрениями Востока и, собственно, привезли в Европу не только банки, дороги, карты мореходные, геометрию, понимание геометрии. Они привезли в Европу идею экуменизма. И исследователи этого периода пишут, что если бы история позволила тамплиерам сохраниться, то лицо мира было бы другим. Они тогда еще, понимаете, привносили в мир идею единого целостного знания и конфессиональных, так сказать, взаимодействий. Это было удивительное
я не знаю, это не было движения, это было удивительное мирочувствование, до сих пор по-настоящему еще не проанализированное, но литературы именно в наши дни на эту тему много. Причем Василий Васильевич писал в своей книге, что это был первый бессовестный процесс против невиновных людей, а второй бессовестный процесс против невиновных людей произошел уже в 20-е годы. В 20-е годы их впервые арестовывали, в 25-м повторяли, в 36-м арестовали уже и всю молодежь. Молодежному отряду принадлежал Василий Васильевич. Что, собственно, они хотели? Это было духовное противостояние надвигающемуся террору и насилию. Это была идея ненасилия и идея взаимодействия, на самом деле, различных форм знания, научного и духовного. Поэтому они занимались и математикой, и философией, и медитацией, и наукой. Это был новый целостный, так сказать, идея нового целостного мира. И носители этого мира были, конечно, удивительные люди, но их расстреливали, многие из них погибли в лагерях. Василий Васильевич получил естественным образом статью политическую и отправился на Колыму в ГУЛАГ. Известно, что земля Коми была одним из самых больших островов архипелага ГУЛАГ, где томились и умирали миллионы безвинно репрессированных. Сегодня Республика Коми стала одним из регионов, где на государственном уровне принята программа покаяния по увековечению памяти жертв политических репрессий, благодаря которой не просто на словах и на бумаге, а на деле и искренне совершается акт покаяния. Акт покаяния – это принципиально важная вещь, потому что то, что называется, условно говоря, астральным или психологическим или эмоциональным пространством Земли, оно перенасыщено страданием и неутишенностью душ, вот таким образом погибших здесь. И Василий Васильевич всегда считал, что до тех пор, пока не произойдет акт покаяния, вот это вот астральное облако, висящее над Россией, над всей этой страной, потому что вся страна была вот этот лагерь, вот, до тех пор не произойдет ничего хорошего, ничего с этим не поделать. Это тот барьер, который препятствует, космос закрыт. И силы, которые могли бы к нам пробиваться из космоса, они не могут преодолеть эти облака, потому что создатели этих фантомов люди, и люди должны эти фантомы убрать. Поэтому акт покаяния – это принципиальная вещь на пути эволюции. Это одно обстоятельство. И второе обстоятельство. При всем, значит, и второе – это как бы негативное обстоятельство, вот теперь позитивное обстоятельство. Все эти лагеря вот на территории Коми, которые были в преизбытке, они как бы способствовали тому, что генофонд Коми очень сильно перемешался. Мы это обсудили, когда я увидела детей в школе искусств. Поразительные девочки Вагнер, там кто-то еще, Эйнштейн, там еще что-то. То есть имена, фамилии говорят о том, что это уже не чистый национальный вид. И вот это вот генетическое перемешивание, представляете, какой допинг вот тут вот. И это, между прочим, и не зря именно теперь, когда происходит и акт покаяния, причем акт покаяния ведь, это надо отметить. Я не знаю, почему Юрий Алексеевич понимает это, почему ваш глава понимает это, что надо поддерживать эту деятельность, почему выходит в таком хорошем виде такие могучие издания мартирологов. Но, я не знаю, это правительское, может быть, и, может быть, этот аргумент как раз, это обстоятельство и есть аргумент в пользу мысли, что да, земля Коми становится вот так вот местом силы, причем местом возрождения вот такого. И, знаете, вот вся наша конференция и те мои внутренние чувства, те энергии, которые у меня тут почему-то появляются, и тот мороз на коже, который я непрерывно испытываю, вот, я понимаю, что все это экзистенциально. Сегодня существуют реальные условия для того, чтобы Республика Коми стала эпицентром духовного возрождения России. Василий Васильевич Налимов отмечал, было что-то мессианское в том, что примерно в одно и то же время из ирянского народа вышло трое ученых – Василий Петрович Налимов, Петерим Александрович Сорокин и Калистрат Фалалеевич Жаков. Сейчас к нам возвращаются эти имена.
И есть необходимость изучения, осмысления трудов мыслителей, выходцев из земли Коми, и даже просто популяризация их духовного наследия. Именно в этом и состояла одна из задач организаторов налимовских чтений. Подробнее обо всех мероприятиях, прошедших в рамках этих чтений, мы расскажем в следующем выпуске телевизионной программы «Отрицание отрицания». Там же вы услышите мнение ученых о значении работ Василия Васильевича Налимова для нас, ныне живущих. Когда-нибудь о Налимове можно будет рассказать гораздо больше того, что сказано, что он сам счел нужным рассказать о себе в книге воспоминаний и в своих статьях. Я цитирую Василия Голованова. Сейчас я хотел бы сказать два слова о его смерти, которая воистину была смертью философа. Умирая, он пытался рассказать жене о переживаниях, которые предшествуют концу земного бытия. Агония длилась долго, почти месяц. Однажды, когда он чуть не выскользнул в смерть, нервы Жанны Александровны не выдержали. Она вскричала: «Где же твои рыцари? Где твои рыцари?» «Они здесь», – тихо, спокойно и твердо произнес Василий Васильевич. «Рыцари всегда рядом, если веришь в них. Вот в чем дело». Василий Васильевич умирал фактически на ваших руках. Да, у него был инсульт. Да. Да. Но умирал тоже как воин. Когда сознание изменяло ему, но это инсульт, то он начинал бороться. Он боролся, он требовал, он возмущался, он пытался встать, хотя у него была парализована правая рука и правая нога. Он протестовал, и я все время, глядя на него, думала, вот это вот воля к свободе, не к жизни, к свободе. Да, как говорил Василий Петрович, мы свободные люди, не знавшие крепостного права. Да. Но там у него точнее цитата и лучше, но принцип тот. Да. Свободные охотники. Свободные охотники, да. Угу. Да. А что такое свободный охотник? Я могу себе представить там, в парне, в одиночку, всю зиму, да, наедине с природой и с самим собой, и с той задачей, которую он должен выполнить. Да? Угу. Я думаю, что эти аплодисменты предназначаются вам сейчас.